Коми продолжает готовиться к большому юбилею. В программе не только концерты, форумы, выставки и фестивали. Без праздника никто не останется, обещают организаторы. Торжественная атмосфера столетия придет в каждый самый отдаленный уголок нашей республики и даже выйдет за ее пределы. Так, уже в эти выходные праздничные мероприятия начнутся в Москве. Чем Коми будет удивлять столицу, расскажет Ксения Лосева. Несмотря на то, что до официального столетия региона еще несколько месяцев, атмосфера настоящего праздника уже давно царит в воздухе. Основательно готовиться к юбилейной дате в Коми начали заранее, причем в каждом муниципалитете по-своему. Где-то привели в порядок общественные пространства и знаковые места, где-то тщательно проработали культурную программу, а где-то даже успели провести серию выставок и мастер-классов. Так, например, юных посетителей Зеленецкой библиотеки познакомили с официальной символикой и историей родной земли. Малыши с удовольствием мастерили книжки-малышки. Заснеженная, щедрая, лесная, бурлящих рек крутые берега, таежная от края и до края, земля зырян, ты сердцу дорога. Проникновенные строки, посвященные родной республике, звучат и на улицах городов и деревень. К столетию местные блогеры запустили специальный челлендж «Поем Коми песни в общественных местах». Инициатива тут же пошла в народ. Автобусы, аптеки, торговые центры, школы и даже Сыктывкарский вокзал. Услышать знакомые сердцу марьямоли и частушки можно в самых неожиданных местах. Горожане реагируют по-разному. Кто-то улыбается, кто-то недоумевает, а кто-то сразу подхватывает текст. Все-таки есть что-то в народной музыке, что задевает самые тонкие струны души. Главная идея челленджа – убедить молодежь не стесняться петь или говорить на коми-языке. Проходим, молодежь идет со школы. Они слушают эту вещь. Хочется им тоже подпевать. Я видел, там кто пел. Сейчас только что подпевал. Вот. Поэтому это важно. Все-таки, чем больше слышно коми-речь, тем дольше она остается у нас. Особенный подарок к юбилею региона приготовила Республиканская филармония. Артисты представили театрализованное шоу «Легенды Коми-края». Яркие декорации, зажигательные номера, анимированная графика, спецэффекты. Словом, полное погружение в богатейший мир коми-фольклора. Шоу такого масштаба поставили на сцене впервые, изучали архивы, знакомились с бытом, общались с местными жителями. Именно их истории и воспоминания стали отправной точкой и главным источником вдохновения. Когда мы планировали все вот эти праздники, мы долго искали, что же может быть. На севере есть Зарнисюр, а осень, что осенью? Сразу вспомнили про Еремеевского охотника, конечно. Сейчас у нас в копилке ансамбля Сижемский лут, есть Гажа Вали с Исельского района. В Еремеевском охотнике есть история. История самого праздника, она как проходит в огранке этого истории. Ну и естественно, там вот этот быт, как девушки встречали своих охотников, как они переживали. И все же главное праздничное действо развернется 22 августа. Организаторы обещают провести масштабное представление на обновленном республиканском стадионе. Владимир Уйба поручил разработать план спортивной программы, а на случай коронавирусных ограничений приготовят план «Б». Столетие республики в онлайн-формате. Важно, чтобы праздник пришел в каждый дом и каждую семью в Коми при любых обстоятельствах. При подготовке к празднованию необходимо предусмотреть мероприятия для каждой, для всех возрастных категорий. Не только для папы и для мамы, и для бабушки, и для дедушки, но и для маленьких. Следует особо отметить, что реализация мероприятий должна быть предусмотрена не только на территории городов и административных центров, но и в сельских населенных пунктах, пусть это даже небольшие сельские населенные пункты, в том числе с возможностью каких-то выездных мероприятий наших столичных артистов, сопредельных муниципальных районов, знаковых коллективов. Тех, кто когда-то уехал из Коми, без праздника также не оставят. С 23 по 31 мая в столице России состоится масштабный проект «Дни Республики Коми» в Москве. На протяжении 9 дней жители и гости столицы через призму искусства познакомятся с культурой и традициями коми-народа. Откроют Дни Республики в концертном зале имени Чайковского программой государственного ансамбля песни и танца «Осека».
Во всех этих мероприятиях принимают активное участие коми-москвичи, которые бережно хранят память о своей республике и не забывают ее. А 31 мая на новой сцене Большого театра состоится заключительный гала-концерт творческих коллективов Республики Коми. Это будет грандиозное мероприятие, на которое также приглашены официальные лица, земляки, москвичи и гости столицы. Мы очень надеемся, что творческое наследие республики произведет неизгладимое впечатление на всех гостей этого прекрасного праздника. В эти же дни Останкинская башня окрасится в цвета флага Коми. Государственная символика появится на телебашне более 5000 раз. Ярким событием дней станет и презентация брендированного состава вагонов метро. А с 24 мая по 6 июня на Никитском бульваре будет представлена фотовыставка «Природа, традиции и люди», которая откроет зрителям неповторимую красоту Севера, расскажет о вековых национальных традициях и самобытной культуре Коми.